Здравствуйте, в эфире программа «7 дней». В студии Ильшат Аминов. Я приветствую всех наших телезрителей. Смотрите сегодня в нашей программе. Не ждали возвращения? Была построена Чебоксарская крепость, которая стала южным форпостом русского государства. Для них чувашский момент для них несущественный. Для них важно расширение русского государства. Памятник Ивану Грозному в Чебоксарах, конфликт мнений и опасный подход. Буквально секунд через 20-30, мне стало, так сказать, плохо. Вещество встраивается в обмен, и без вещества уже плохо. Они на улице ловили взрослых и просили у них. Объявлена война с Ньюсом, откровения детей и масштабы бедствия. Нам все обломки казались очень живыми, теплыми и несчастными. Если мы не сохраним эти дома, что мы будем показывать людям? Ценность формируется столетиями. Не создается в один миг настоящая душевная ценность. Мышканутые или как создать настоящий заповедник русского зодчества. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Вот и новогодние каникулы пролетели словно и не бывало. 9 дней отдыхали, только этого мало. Это мы постепенно остываем от бесконечного застолья. Большинство уже окунулось в рабочие будни. Кто-то с радостью, кто-то с трудом. Но как бы то ни было, год 2020 наступил. И эта первая, пусть и короткая рабочая неделя, уже принесла немало поводов и актуальных тем для размышлений. Так, новогодние праздники у соседей в Чебоксарах прошли для некоторых жителей в атмосфере фейерверка возмущений. Прямо перед самым Новым годом в городе открыли памятник одной из самых противоречивых исторических фигур – царю Ивану Грозному. Мероприятие, на удивление, было закрытым и непубличным. Настолько закрытым, что в СМИ появились только несколько фотографий, а поисковик не выдает ни одного видео с места события. Такая конспирация местной администрации весьма обоснована, так как даже инициатива установки памятника Ивану Грозному в свое время вызвала бурную негативную реакцию со стороны представителей чувашской интеллигенции. Но, несмотря на все протесты, изваяние государя в бронзе нашло свое пристанище в центре Чебоксар, в столице национальной республики. Центральный совет чувашских старейшин выступил с публичным заявлением, что установка памятника Ивану Грозному в Чебоксарах является, цитирую, актом неуважения коренных народов Поволжья. Его нужно демонтировать и передать в музей. Бурная дискуссия разгорелась и в социальных сетях. Конфликт мнений явно приобретает опасные очертания. Ведь буквально через 2 дня после установки на памятнике появилась табличка с надписью «Убийца чувашского народа» и листовки о зверствах царя. Фотографию с надписью, приклеенной к защитному стеклу, внутри которого находится скульптура, опубликовал один из местных блогеров. Эльзира Юзаева выслушала все мнения сторон. Не ждали возвращения? Вот уж точно, ни в сказке сказать, ни пером описать. Такое не наблюдалось ни в романовской России, ни в Советском Союзе. Персона царя, которого считали самым большим деспотом на Руси, и которого почему-то не увековечил ни один правитель, в 21 веке набирает популярность. За последние годы в России уже были установлены 3 памятника Ивану Грозному в Орле, Москве и Александрове. В декабре прошлого года, в канун новогодних праздников, бронзовый грозный монарх воспрял и в Чебоксарах. Памятник русскому царю высотой всего-то полметра в Чебоксарах появился весьма неожиданно. Несмотря на смуту и народное негодование, его все-таки установили здесь в конце декабря, в тихом, укромном месте, в городском сквере, как говорится, подальше от людских глаз. Открытие памятника также прошло без особой помпы, в тесном кругу. Устроители, правда, заранее позаботились о сохранности лика государева, схоронив его бронзовую голову под защитным стеклом. Популярность кровавого монарха оказалась настолько велика, что страсти по Иоанну в Чебоксарах разгорались не на шутку. По итогам открытого общественного голосования горожане разделились на 2 лагеря. Из 735 человек половина идею поддержали, позиция другой половины оказалась абсолютно диаметрально противоположной. Причем свое коренное и категоричное несогласие выразила культурная и научная элита чувашского народа – историки, гуманитарии и общественные деятели. Я документов власти не видел, поэтому не могу сказать о властях. Но установили, так?
По Конституции Российской Федерации неопубликованный документ недействителен. В республике и в Чебоксарах живут люди разных конфессий, не национальностей. Религия не знает национальностей. Так что власть одной религии над другой или в государстве власть религии Конституции не предусмотрены. Выбор места для памятника также вызвал массу критики. Памятник установили в исторической части города, в сквере имени Константина Иванова, главного чувашского поэта, национального символа чувашской литературы и культуры. Константин Иванов для чувашей, что Габдулла Тукай для татар. Это было любимое место общения наших чувашских поэтов, литераторов. Сохранились открытки. То есть это намоленное место получается? Да, конечно. В том-то и дело, чувашская общественность, интеллигенция протестует, литераторы особенно. Однако чиновники городской администрации доводы представителей творческой интеллигенции, похоже, что сочли недостаточно убедительными. По задумке местных властей, Иван Грозный – это всего лишь часть глобального исторического проекта. Скульптура, по-видимому, стала первой и самой важной экспозицией будущего музея под открытым небом. Лоббисты проекта утверждают, что Ивана Грозного, хотя и считают тираном и диктатором, но тем не менее именно этот русский царь расширил границы российского государства и стал основателем города-крепости Чебоксары, за что чуваши Ивану IV должны быть благодарны. Иван IV направил Гурия, первого архиепископа Свияжского и Казанского, вместе с иконой Владимирской Божией Матери к нам в Чебоксары, где был проведен Гурием первый молебен, и отсюда зародилось православие. И впоследствии у нас с вами есть и Свято-Троицкий мужской монастырь, и Веденский храм. Ну и, конечно, была построена Чебоксарская крепость, которая стала южным форпостом русского государства. Нам они грамоту дали, книгу дали, церковь построили, чувашей из Страхомы, из Лаптей вытащили в мир. И это неверно. При нем стали храмы строить. Чебоксары очень маленький город был, 5000. А храмов столько при нем. Его все руководство было. Наши керемы, наши церкви и керемети сжигали полностью, ничего оттуда выносить не разрешали, стояли там приставы. Полицейские стояли. Наших мучаворов, попов наших, религиозных деятелей, живыми закапывали в ямы, живыми. Открывались школы, распространялось образование. Именно при Иване родилось книгопечатание. Руническую письменность нашу полностью уничтожили. Вот эта демократия, парламентаризм у нас родился раньше, чем во многих странах. Ключевые события нашей истории, не только нашей истории, мировой истории. Войны, сражения, реформы. И все это проходило под скипетром Ивана IV. Нет ни одного документа, чтобы при Иване Грозном создавали какое-то производство. А Иван Грозный как запомнился? Резней, грабежом, насилованием. Почему-то доброго имени в народе не осталось. Центральный совет чувашских старейшин в СМИ уже опубликовал свое открытое заявление к чувашскому народу, где установку памятника Ивану Грозному расценили как акт неуважения истории коренных народов Поволжья. По мнению авторов письма, эту грубую ошибку в реализации государственной национальной политики городские власти должны непременно устранить и передать памятник Национальному музею. У чуваш не было государственности. Конечно, людям, проживающим в Татарии, независимо от национальности, чем это неприятно? Казанское ханство, царство потеряло государственность. Для них вот чувашский момент для них несуществен. Для них важно вот расширение русского государства. Их тоже можно понять. У них есть своя логика. Но и у нас есть своя логика. Это задевает национальное чувство чувашей, вот этот памятник Грозного, и задевает национальное чувство татар, с которыми мы не хотим ссориться, потому что для татар Иван Грозный завоеватель, который вырезал всю Казань. Чтобы владеть кем-нибудь, его рассорить с его родными. Пусть дерутся.
Не только у нас, и в Татарии также, и в Башкирии также находят крючок, за который зацепить и раздрай организовать. Тогда очень легко управлять. В этом году 100 лет и Чувашии, и 100 лет Татарстана. Ну, диссонанс, вот я написал, мы сформулировали это в своем заявлении, что это диссонанс с нашими праздниками. Все равно какой-то общий знаменатель надо было попытаться бы найти, а не так втихомолку ставить, вот волевым способом. Мы за мир, за добрососедские отношения, за то, чтобы исторические проблемы тоже обсуждать на цивилизованном, спокойном уровне, без разжигания каких-то вот нездоровых страстей. Тем временем Иван IV продолжает свое победоносное шествие. В многонациональном городе с уникальной тысячелетней историей в Астрахани продолжается голосование за установку памятника Грозному царю. Всемирный форум татарской молодежи, в состав которого входят свыше 120 национальных общественных организаций по всему миру, уже направил официальное письмо губернатору Астраханской области и мэру Астрахани. Фигура Ивана Грозного для многих народов является символом геноцида, бесправия и деспотии, политики конфессиональной нетерпимости и насилия, говорится в обращении. И это бесспорный и непреложный исторический факт. Это удар по исторической памяти татар. Татары второй, так скажем, коренной народ Российской Федерации. И не считаться с нашим мнением нельзя, да? Не говоря уже о самой русской истории, где Иван Грозный тоже является, вот там фигура является неоднозначной. История большая, богатая, есть свои герои у чувашского народа, есть свои герои у татарского народа, которые не вызывают противоречий ни у той, ни у другой страны. Нужно полистать историю Российской Федерации, историю народов, да, и найти эти фигуры. Ильзира Юзаева, Андрей Мохов и Роман Безменов. 7 дней. Единственное, я, честное слово, не могу понять, зачем это делается. Почему и мэр Чебоксар, и начальник отдела образования не удосужились включить голову и подумать о последствиях этих необдуманных решений. Понятно стремление хоть как-то выделиться, привлечь туристов, и это ненавистное мне слово «хайпануть». Но деяния Грозного царя очень убедительно описаны многими учеными, в том числе историком Карамзиным. Это и кровавая опричнина, и неудачная Ливонская война, и, наконец, убийство наследника престола. Вспомните хотя бы знаменитую картину Ильи Репина «Иван Грозный убивает своего сына», которая выставлена в Третьяковской галерее. А теперь представьте себе эти два произведения искусства вместе. Памятник в Чебоксарах и картину в Третьяковке. Вот посмотрите, и что будет в голове у обывателя? Памятник кому? Кровавому тирану, где-то убийце, великому завоевателю, полководцу? И то, и другое будет верно. Но зачем ставить памятники столь противоречивым историческим персонажам, споры о личности которых не утихают до сих пор даже у историков? Зачем поднимать тяжелые пласты нашей непростой истории и вновь разъединять народы и умы, поливать едкой вековой кислотой нашу пока еще хрупкую социальную ткань? Ну почему эти графоманы от истории никак не поймут? Надо опираться на бесспорные истины, проверенные временем авторитеты, увековечивать только объединяющие всех символы. Мы как мантру сегодня повторяем слова о скрепах, о том, что нас формирует как единую общность российский народ. А на деле то пытаемся вновь разделить всех по реке Угре, то возвеличиваем кровь и страдания. Но задумайтесь, какой памятник поставили наши мудрые предки на главной Красной площади страны? Не кровавым царям и сановным вельможам. Правильно, они поставили памятник лидерам народного ополчения, изгнавших иноземцев, Кузьме Минину, который был сыном этнического татарина-соливарщика Мины Анкундинова, и воеводе-солдату Дмитрию Пожарскому. Потому что это наши национальные герои, символ единства народов России во имя великих целей. Это те самые духовные скрепы, которые нас всех объединяют. А памятник Ивану Грозному в Чебоксарах или в Астрахани, где хотят установить нечто подобное, это примеры неумного, непродуманного и даже опасного подхода не только к нашему общему прошлому, но и к будущему.
Мы живем в мире постоянных перемен, и эти перемены столь стремительны, что мы едва успеваем их замечать. Причем одинаково привыкаем и к приятным технологическим новшествам, и к другим изменениям нашей жизни, которые сложно назвать позитивными. Я имею в виду вечное повышение налогов, тарифов, цен и даже пенсионного возраста. Тема станет еще более актуальной в новом 2020 году. Напомню, в прошлом 2019 вступил в действие закон о постепенном увеличении пенсионного возраста. Социальный юмор, шутки на эту тему уже пошли в народ. Откликнулись и герои новых серий знаменитых «Простоквашино». Вы, наверное, видели этот мультфильм. По сюжету герои готовятся к Новому году. Однако из-за отсутствия снега в канун праздника маленькая сестра дяди Федора расстроилась. Герои решили во что бы то ни стало создать новогоднюю атмосферу и предложили почтальону Печкину стать Дедом Морозом на праздник. Однако персонаж отказался от идеи и сделал это весьма своеобразно. Давайте посмотрим. Какой я тебе дед? Я в этом году на 8 лет помолодел. Как это помолодели? А вот так. В прошлом году мне до пенсии год оставался, а с этого года уже 8. Пенсионная реформа называется. Кто-то увидел в этом мультике тонкий стёб и насмешку. Кто-то, наоборот, лобовую пропаганду непопулярных реформ. Для меня это скорее смех сквозь слезы. Но, увы, теперь это стало реальностью. Мы все резко помолодели вместе с нашей замечательной медициной и потрясающей экологией. Это я продолжаю говорить в стиле мультика. В экономике тоже пока мало поводов для оптимизма. Поэтому и в этом году будут расти тарифы, цены, в частности, на подакцизные товары – алкоголь, табак, бензин, легковые автомобили. Для индивидуальных предпринимателей новости не самые позитивные. Вырастут их взносы в пенсионный фонд и фонд обязательного медицинского страхования. Но объективности ради скажем и о приятном. С этого года повышается минимальный размер оплаты труда. Зарегистрировать новый автомобиль теперь уже можно прямо в салоне, без посещения ГИБДД. Кроме того, в 2020 году придется выбирать между электронной и бумажной трудовой книжкой. Некоторые нововведения изучил Тимур Бекмурзин. Что год наступивший, 2020 нам готовит. То, что этот год будет непростой, год сложный, год перемен, настолько очевидно, что повторяться, честно говоря, не хочется. Из более значимого то, что этот год будет високосным, и нововведений действительно будет немало, и связаны они будут в первую очередь с новыми технологиями. Это уже тренд. В экономике нам бы хотелось роста, собственно, самой экономики и бизнеса, но с большей очевидностью можно сказать, что рост будет тарифов и цен. Впрочем, обо всем по порядку. Начнем с более приятных новостей. Минимальный размер оплаты труда в России с этого года составит 12 130 рублей. В Татарстане для организации внебюджетного сектора МРОТ еще выше и определен в размере 14 тысяч рублей. В 2020 году Татарстан еще больше усилит меры поддержки семей с низкими доходами, заверила нас Эльмира Зарипова. При этом помощь за счет федеральных программ будет дополняться мерами поддержки из республиканского бюджета. Сначала о так называемых путинских выплатах. Теперь получить ежемесячную выплату при рождении или усыновлении ребенка можно в том случае, если доход семьи не превышает 2 прожиточных минимумов. Кроме того, средства родители получают до 3-летия малыша. Если семья из 3 человек и у нее доход до 60 510 рублей, то ежемесячно данная семья при рождении первого ребенка в такой семье будет претендовать на возможность получения выплаты в размере 9 373 рубля. Эльмира Зарипова перечисляет и меры республиканской поддержки для семей с небольшими доходами. Их несколько. Так, детям до 3 лет из малоимущих семей будет предоставляться электронный сертификат на лекарственные средства в размере 10 тысяч рублей в год. Затраты из бюджета 176 миллионов рублей, предполагаемое число получателей более 17 тысяч человек. Многодетные семьи с 3 и более детьми с доходами ниже прожиточного минимума с этого года будут полностью освобождены от оплаты за детский сад. Ранее размер родительской платы многодетных семей составлял 50%. Затраты из бюджета почти 45 миллионов рублей. И еще одна серьезная мера поддержки, которую в народе называют «минихановской выплатой». Прежде всего, это касается многодетных семей. Мы сейчас будем покрывать дефицит дохода в семьях с 5 и более детьми, доводить доход на каждого до прожиточного минимума.
Трудовая, бумажная или электронная? Такой выбор в этом году предстоит сделать каждому работнику. Переход на электронную книжку в цифровом формате, вот именно на трудовую книжку, он будет, безусловно, добровольным, с согласия самого работника. Это огромный плюс, потому что вся информация, которая будет находиться в электронном виде, она будет доступна для тех же работников и сотрудников Пенсионного фонда. Чем еще Пенсионный фонд России сможет порадовать нас в этом году? Из главного, закон о повышении пенсионного возраста фактически заработал. Год прошлый, 2019 и нынешний 2020 можно считать переходным периодом. В этом году величина отдельных параметров, влияющих на общий размер страховой пенсии, таких как индивидуальный пенсионный коэффициент, выработка страхового стажа, могут отличаться, но принципиальных изменений нет. Закон, еще раз повторимся, вступил в силу. Граждане у нас будут иметь право при соблюдении всех условий, то есть и выработка стажа, и величина ИПК, выйти на пенсию раньше на полгода, чем это установлено законодательством. Мы помним, как трудно давалось федеральному правительству это решение о повышении пенсионного возраста, и было понятно, что оно явно не от хорошей жизни. В экономике ситуация сейчас непростая, и объективных предпосылок для роста мало. В этой связи бизнес, особенно малый и средний, на послабление не рассчитывал и не рассчитывает. Сейчас предприниматели получают уже новое предложение по контракту, начиная это на 2020 год, и по всем контрактам практически видят увеличение. Эксперты, впрочем, не видят в этой ситуации особых проблем. Повышение взносов для индивидуальных предпринимателей было ожидаемым. К работе через онлайн-кассы также большинство готовилось заранее. Это в какой-то степени увеличение нагрузки, но это хотя бы какое-то прогнозируемое увеличение нагрузки. И чаще всего все-таки бизнес к этому уже старается подготовиться заранее. Из положительных новостей для бизнеса, оказывается, есть и такие, то, что предпринимателям, работающим на патентной системе, с этого года разрешат уменьшать сумму патента на величину уплаченных страховых взносов. Раньше, мы с вами знаем, патент был не очень удобен, потому что вменялась жесткая сумма, взносы всегда сверху, и вот в общей сумме нужно было оплачивать налог и, соответственно, взносы в бюджет. Сейчас подразумевается, что в связи с тем, что ЕНВД уходит, по патенту будет предусмотрена возможность снижения стоимости патента на сумму уплаченных взносов. В сфере ЖКХ вступает в силу ряд запретов. В частности, запрет коллекторам взыскивать долги граждан по ЖКХ. Услуга станет доступной только для профессиональных участников рынка коммунальных услуг. С тарифами все прогнозируемо, они будут расти. В 2020-м, например, в Татарстане планово повысится тариф на капитальный ремонт жилья. 5,85 было, сейчас будет 6 рублей 11 копеек. А дальше рост тарифов на коммунальные услуги, это с июля 2020 года. Там на 4% ожидается с учетом инфляции. Это уже собственники увидят платежку за июль. И еще одна новость со знаком плюс. В этом году в Татарстане стартует масштабная программа «Наш двор». Планируется, что за 3 года в республике отремонтируют около 7 тысяч дворовых территорий. Общий объем программы 50 миллиардов рублей. Год будет високосным и в чем-то точно напряженным, но будем надеяться, что он пройдет в созидательном режиме. Тимур Бекмурзин и Андрей Ключников. 7 дней. Еще одного изменения, а скорее даже жестких мер в отношении наболевшей проблемы дождались татарстанские родители. В республике объявили войну снюсом. Для начала поясню, что это такое снюс. Это жевательные конфеты и пакетики, содержащие никотин. Вот он у меня в руках. Для сравнения, одна сигарета – это 0,3 миллиграмма никотина. Концентрация в одном пакетике снюса, вот я его сейчас достану, вот в таком пакетике начинается от 40 миллиграмм. Есть даже снюсы, так называемые самоубийцы. В них никотина, только задумайтесь, 149 миллиграмм. Доза никотина в таких пакетиках действительно ужасает. То есть один такой крошечный пакетик – это несколько пачек сигарет. И все это легко покупали наши дети. Легко и абсолютно легально. Первыми тревогу забили родители школьников, когда в начале этого учебного года заметили неадекватное поведение своих детей. Это усталость, раздражительность, плохая успеваемость в школе. Откровенные разговоры о причинах таких катастрофических изменений привели родителей в шок. Оказалось, что их дети, причем, надо сказать, и девочки, и мальчики, стали жертвами новой подростковой моды. В лексиконе детей появились такие жаргонные выражения, как «шайба», «вкид» или «пак».
Если перевести на русский язык, это положить под губу пакетик с никотиносодержащей смесью. Можно представить, какой урон здоровью ребенка наносят подобные новомодные штучки. Надо отметить, что первые пробы многие дети совершали во время отдыха в летних лагерях, а потом приобщали к снюсам своих сверстников в стенах школы. Да, именно в школах, а не во дворах, потому как там проще уйти от родительского контроля. Это уже откровение самих детей. И вы услышите их сегодня в нашем репортаже. В конце прошлого года президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, запрещающий реализацию на территории республики так называемых снюсов. Причем запрет наложен на продажу никотиносодержащей продукции не только в табачных киосках, но и через социальные сети и в интернете. Чтобы противостоять новому злу и уберечь школьников от пагубного пристрастия, в новогодние каникулы сотрудники Роспотребнадзора устроили настоящую охоту на снюсы. Масштабы проверок говорят сами за себя. Только за 10 дней в Татарстане было изъято около 2500 так называемых шайб. Это 36 килограммов никотиносодержащей продукции. Так откуда пришла подростковая мода на снюсы? Кто они, эти пропагандисты новой отравы? И каковы масштабы бедствия? Мнение экспертов выслушала Елена Горбунчикова. Отправляя ребенка на учебу, каждый родитель уверен, что пока он в школе, уж точно в полной безопасности, потому как у входа дежурит охранник, плюс рамка металлоискателя и многочисленные видеокамеры в спортзалах, в коридорах и в учебных классах. При такой многоступенчатой системе безопасности и мышь не должна проскочить. Однако практика последних месяцев показала, что в борьбе с таким тихим преступником, как снюс, все эти меры безопасности бессмысленны и бесполезны. О том, что враг проник на территорию школы, можно было определить по состоянию туалетов, причем без разницы, для девочек или для мальчиков. Оплеванный пол и унитазы именно по такому признаку учителя и понимали, что к ним пришла беда. 12-летний Костя, самый обычный ученик самой обычной казанской школы, впервые попробовал снюс именно в школьном туалете во время перемены. Буквально секунд через 20-30, мне стало, так сказать, плохо, просто голова начала кружиться и чуть поташнивало. То есть меня прям шатало, я конкретно не понимал, в каком пространстве я нахожусь. На уроке Костя находился в состоянии никотинового опьянения, но учитель этого даже и не заметил. О пристрастии ребенка к снюсу родители узнали лишь спустя месяц, когда Косте стало плохо дома после прогулки с друзьями во дворе. Я сидел, спокойно старался не двигаться, потому что любое движение, у меня начиналось сильное головокружение и рвало. Только тогда в семье Кости состоялся серьезный разговор о вреде снюса. К врачам и учителям обращаться не стали, побоялись огласки. И получился разговор и с родителями одноклассника-дилера. Откуда подросток брал отраву, выяснить тогда не удалось. Рустем, так нам представился житель Казани, схему распространения снюса среди школьников раскрыл еще осенью прошлого года. Около зоомагазина на Ломжинской он регулярно стал замечать группы подростков. Для того, чтобы провести ребенку, через группу ВКонтакте выкладывался код, с этим кодом подходили и приобретали. Точка по сбыту снюса находилась в табачном отделе. Продавцы и не скрывают, что их клиентами часто были подростки. Они знаете, как делали? Они на улице ловили взрослых и просили у них. Об эпидемии снюса среди подростков в Татарстане открыто заявили лишь в ноябре прошлого года, когда администрация 40-й казанской школы обратилась за помощью к родителям учеников. Тогда же выяснилось, что с начала лета с признаками никотинового отравления к медикам обратились 6 подростков от 12 до 15 лет. Давайте скажем более широко. Проспали и родители, и школьная система, и государственная система в целом. Вот так вот. Кинуть пак – это модно, круто и весело. Ярко демонстрируют картинки в интернете. Мы насчитали более 3000 снюсовых групп ВКонтакте. Общая аудитория – около 1 миллиона подписчиков. 60% из них – это подростки от 12 лет. Я считаю, как учитель, как педагог, что главное, чтобы родители должны сами понимать пагубность всего этого препарата и использования, и правильно объяснить детям. Для этого должно быть, конечно, правильное доверительное отношение в семье выстроено. Ни один закон не сможет работать в полную силу, если в семье нет доверительных отношений. Это причина в особенностях подросткового возраста, когда меняется
круг авторитетов у подрастающих мальчиков чаще всего, у девочек тоже. Когда родители выходят из авторитета, все, что не говорили они, это все уже воспринимается очень критически, поэтому ищутся авторитеты вокруг. И это еще один способ убить себя. А кто же эти авторитеты? Конечно же, блогеры. Кто из современных российских мальчишек и девчонок не мечтает стать известным видеоблогером? Видео первого знакомства Юрия Хованского со снюсом посмотрели 1,5 миллиона пользователей. Кстати, известный видеоблогер еще и общественный помощник депутата Госдумы от ЛДПР. Василий Власов привлек Хованского как раз для работы с молодежью. Другой авторитетный специалист по снюсам Михаил Бухарев ради лайков готов на себе испытать даже один из самых тяжелых снюсов крепостью 249 миллиграммов никотина. Это несколько десятков пачек сигарет в одном пакетике. А ведь еще 2 года назад Госдума могла принять закон о запрете продажи никотиносодержащих продуктов, заявляет депутат от Татарстана Марат Бариев. Это он стал соавтором того законопроекта. Ко мне подходили даже мои коллеги-депутаты, которые говорили, там, или отзови законопроект, или протяни его максимально. Потому что это большие деньги, да, это бизнес огромный. Вот. И, наконец, вот сейчас, уже в конце этого года, мы рассмотрели и приняли в первом чтении этот законопроект. Федеральный закон, скорее всего, будет принят ближе к весне. Татарстан сыграл на опережение. Так называемый антиснюсовый закон депутаты Госсовета Республики приняли еще в конце декабря. За продажу никотиносодержащих препаратов несовершеннолетним грозит штраф от 3 до 150 тысяч рублей. За новогодние каникулы только в Татарстане проверку прошли более 500 табачных киосков. В каждом 10-м найдены нарушения. С реализации снято и уничтожено 35 килограммов некурительной никотиносодержащей продукции. Это более 3300 упаковок. По всей России эта цифра уже под 1 миллион. Кроме того, заблокирована работа 400 сайтов по продаже снюса. Тем, кому сейчас 10-9 лет, которые даже и слова такого не знали, да, они его не попробуют в 12 или в 13 лет. Вот в этом огромная польза. Мы таким образом, скажем так, получим поколение уже чистое от этой зависимости. Но как быть с подростками через снюс, уже попавшими в никотиновую зависимость? Вещество встраивается в обмен, и без вещества уже плохо. Как на героине, как у больных алкоголизмом, так и здесь. Никотинизм – это такое же заболевание наркологическое. Такие дети – потенциальные малолетние курильщики, считают эксперты. Кроме того, ребята, уже получившие навыки распространения снюсов, могут пополнить армию закладчиков наркотиков. Елена Горбунчикова, Андрей Ключников и Андрей Мохов. 7 дней. Мы продолжим нашу программу через пару минут. Смотрите после рекламы. Нам все обломки казались очень живыми, теплыми и несчастными. Если мы не сохраним эти дома, что мы будем показывать людям? Ценность формируется столетиями. Не создается в один миг настоящая душевная ценность. Мышканутые или как создать настоящий заповедник русского зодчества. Мы продолжаем программу «7 дней». Тем временем бизнес продолжает искать пути отходов. Почти год прошел с начала мусорной реформы, а у потребителя больше вопросов, чем ответов. Причем вопросы возникают у всех участников процесса, от обычных граждан, представителей бизнеса до поставщика услуг и контролирующих структур. Так ресторанный бизнес в республике жалуется: хотим быть экологичными, мусор разделяем, как положено, а его попросту не вывозят. Говорят одни предприниматели. Другие сетуют, что платить теперь приходится в разы больше. Это гадание на мусорной гуще началось несколько месяцев назад, когда весь бизнес обязали перейти на обслуживание регионального оператора. Раньше проблемой занималась Поволжская экологическая компания, и вопросов у предпринимателей не возникало. А потом все изменилось. Сначала выросли тарифы. Плата за вывоз бытовых отходов теперь берется не с квадратного метра, а с человека. Кроме того, отныне только регионы, а не муниципалитеты могут устанавливать мусорные тарифы и назначать операторов вывоза и утилизации отходов, которые становятся монополистами на определенной территории. В Казани мусорный король один – это управляющая компания ПЖКХ. И вот в этой его абсолютной власти на территории есть и основное препятствие. Права выбора оператора у предпринимателей попросту нет.
Тем временем большинство просто перестали ждать вывоза отходов и выбросили их на ближайшую свалку. Диляра Юсупова разбиралась, почему мусорную схему придумали, а она не работает. Здесь, по сути, должен просто быть коридор, но тут склад коробок, он уже длится очень давно, которые должны были его вывести как бы и недавно, и месяц назад подавали заявки, которые пропускали ребята, не приезжали, с которыми договор составлен тоже давно. Также вот здесь все складируется, весь мусор картонный. Сколько вообще времени получается у вас тут? Это много, очень много. Гора. Да, гора горой. Гора мусора в данном случае не фразеологизм, а вполне себе устоявшийся факт. В этом баре на улице Пушкина мусор сортируется, поэтому пищевые отходы отдельно, пластик отдельно. Все то, что в баках, увозится, а вот с картоном сложнее. И это проблема не только у них. Где-то в ноябре, что ли, где-то так, в начале ноября, не помню. Вот, и с того момента, то есть, все не вывозили, то есть, сколько им звонили, просили, то есть, обсуждали. Есть договор, но нет контакта. Изначально на этой свалке не было предводителя. Мусор вывозила Поволжская экологическая компания, и тут не было вопросов. Появились они тогда, когда потребители обязали работать с определенным региональным оператором. В Казани им стала управляющая компания по ЖКХ. Ее представители, впрочем, ответственности с себя не снимают и поясняют. Этот частный случай с задержкой вывоза – исключение. Однозначно региональный оператор заинтересован в раздельном сборе отходов, раздельном накоплении всеми образователями. Это какой-то инцидент, который просто необходимо отработать, и все. Тут, видимо, просто недопонимание между двумя сотрудниками двух компаний, и не более того. Региональные операторы, по сути, наделены безграничным правом в отношении своей работы. Да, есть постановления, которые на сегодняшний день регламентируют их деятельность, но по сути эти постановления, они, можно сказать, для региональных операторов носят рекомендательный характер. То есть нормативные документы, которые позволяют это делать, но есть 1001 способ у региональных операторов, как уклониться от данной процедуры. Реформа аукнулась и для простых граждан. Казалось бы, все не так плохо. 72 рубля с человека против 130 рублей в среднем по стране. Но если считать, можно понять, 72 не всегда и не для всех. Реальный платеж очень индивидуален. Вам повезло, если в квартире прописан один человек. А вот если нет, вы заплатите даже больше, чем в среднем по стране. Очень удобная математика. Вы как будто бы платите меньше, но больше. А начиналось все хорошо в апреле прошлого года. Решать мусорную дилемму необходимо. Все, казалось бы, все понимают, что должно быть в итоге. Раздельный сбор, переработка и новая мусорная инфраструктура на собранные деньги. Но почему-то спустя 8 месяцев мусорная реформа продолжает дурно пахнуть. Платить нужно за то количество мусора, которое ты производишь. Это понятно, справедливо и логично. Еще одно заведение в центре города, у которого дело не в сервисе, а в цене. Дорого нынче оказалось производить мусор. Новые тарифы рассчитываются теперь не по факту произведенных отходов, а по количеству мест, которые не всегда заняты. То есть внесите оброк из-за несуществующих клиентов. Два примера. В заведении 50 посадочных мест и 150 посадочных мест. Заведение, которое большое, на 150 посадочных мест, не популярно, не раскручено, например, туда приходит 20 человек в день. Мусора мало. И заведение, в котором 50 человек, и туда приходит 300 человек в день. Мусора много. Но в итоге, по этой логике, получается, что платят больше те, у кого посадочных мест больше. Это же несправедливо. Нужно платить по факту. Сколько ты мусора произвел, столько ты и оплачиваешь. У нас тариф регулируется государством. Мы его не сами устанавливаем. Это сделано для того, чтобы привлечь необходимые инвестиции для создания инфраструктуры. Как вы знаете, по всей России существует определенная проблема, как с полигонами, сортировочными станциями, перерабатывающими производствами. Для этого и был придуман и разработан на федеральном уровне такой инструмент, как региональный оператор. Цель понятна – превратить мусор, полезную его часть, в товар, чтобы наши переработчики не закупали мусор за рубежом. И позаботиться об экологии. Это закупить новые контейнеры, создать полигоны. Итоги по инфраструктуре, впрочем, подводить рано. Необходимо менять нормативные, законные, подзаконные акты, обязывать регоператоров вести свою работу
не только как им выгодно, а как выгодно бизнесу, населению, окружающей среде. А вообще интересно получается. Казалось бы, город настаивает на экологичности и даже дает для этого возможности. Вот эта квест-свалка здесь появилась больше года назад. Но поговаривают, что народ только-только начал привыкать и разбираться, что куда кидать. До этого по старинке все сваливалось в общую кучу, пока никто не видит. Удивительно, но именно такие контейнеры находятся только в спальных районах. Это, кстати, слово на улице Декабристов. А вот в самом центре, там, где жилая зона, таких современных сортировочных контейнеров мы так и не нашли. Есть вот такие. Надпись имеется, но это только для формы. По факту все кидается как придется. Стать бережными и экологичными – вот цель мусорной реформы. Она для этого была придумана на словах. Вот запись, сделанная летом прошлого года. Сортировочные контейнеры почему-то сваливаются в один. И вот тут самое обидное как раз для предпринимателей ответственных. Они-то все делают правильно, сортируют мусор, но оказалось, что и это мало кому нужно. Проект «Без стекла» создан вообще на добровольных началах и пока не интересен властям, но очень нужен предпринимателям. Стекло забирают бесплатно, а потом своими силами везут на завод в Удмуртию. 8 августа мы запустились, и вот на сегодняшний день с нами 62 заведения. Для Илины это не коммерция, а идея. Сможет ли она покрыть все расходы спустя время, не ясно. Ясно пока только то, что мусорная реформа заработала, но порой в одностороннем порядке. Возможно, именно поэтому часть бизнеса вообще не заключила договор с региональным оператором. Впрочем, последние утверждают, платить все равно придется. Помимо основной суммы, еще и штраф. Диляра Юсупова, Ильшат Аюпов и Роман Безменов, 7 дней. За гуманизм и дело мира бесстрашно борется сатира. Пусть на дворе осенний день, сатира разгоняет тень. За гуманизм и дело мира бесстрашно борется сатира. Процитирую Аркадия Велюрова из знаменитых «Покровских ворот». Этот фильм-шедевр я с удовольствием в 100-й раз посмотрел в эти новогодние праздники. И задался вопросом, а с чем сегодня столь бесстрашно борется сатира? Острые куплетисты и артисты эстрадного жанра остались там, за Покровскими воротами. То, что мы видим и слышим в наши дни, сложно назвать сатирой. Сегодня лицо нашего юмора – это Павел Воля, который не в состоянии подняться ниже пояса, и подобострастный Тимур Бодрудинов. Правда, Максим Галкин позволяет себе иногда остро пошутить на концертах далеко от Москвы. Ну, еще есть малоизвестный в широких кругах уфимский карикатурист, который любит казанских проституток. Вот такая скудная палитра. Я вспоминаю, каким мощным изданием, невзирая на советскую цензуру, был журнал «Крокодил». И он исчез. Это, конечно, очень грустно. В 2014 году нечто похожее случилось и с журналом «Перец» на Украине. А ведь это были самые популярные издания сатирического жанра в стране. Долгожителем, здравствующим до сих пор, остался фактически только наш Чаян, Скорпион, который в эти дни празднует свой 97-й день рождения. Чаян принадлежит к числу первых национальных сатирических изданий советского времени. Сегодня в нашей традиционной рубрике «Неделя в столетии» герой Чаян, практически ровесник республики. Когда и почему Чаяну было не до смеха, и с чем бесстрашно борются журналисты-карикатуристы почти 100 лет. Светлана Спирина сделала подборку интересных фактов из жизни журнала. Это первый выпуск татарского Чаяна, январь 1923 года. Особенности национального юмора на обложке. И это неизменно и многие годы спустя. Можно разглядеть мост через Булак, на нем положительные персонажи тех лет – красноармеец, рабфаковец, крестьянин и рабочий. А внизу, в Булаке, значит, Чаян, Скорпион, кусает бывших. То есть мулла, богач, бай, там какой-то еще там капиталист. С тех пор Скорпион покусывает уже 97 лет. Если сегодня он не монополист на рынке юмора, то один из самых старейших сатирических журналов. Конкуренты «Крокодил» и «Перец» закрылись. Все они вместе входили когда-то в тройку лидеров сатирических изданий в СССР. Кстати, если до 60-х годов в стране были десятки юмористических медиа, то сегодня остались единицы, причем только в национальных республиках. Такие издания, как «Мы», ну, буквально их поштучно осталось у нас в стране. Это, значит, я могу вспомнить «Почемыш»,
Это «Видишь, королевы» выходит, марийский журнал. Он выходит на марийском языке, до сих пор как-то держится тоже. Вот. И журнал, по-моему, в Чувашии, по-моему, есть. Шутил Чаян даже в 30-х годах, когда, казалось, было совсем не до смеха. Темы 30-х все так же актуальны. Нет-нет, мы сейчас о бездорожье, плохом освещении и приписках в сельском хозяйстве. Вот, 37-й. Смотрите, мап 37-го. Вот. Самый Самый. в нашей истории. Вот. А над чем шутили? Над бюрократами, над теми, кто заседает, кто воду льет, кто болтает. Вот. Бюрократизм. В 1941 году вышел последний выпуск Чаяна, и второе рождение он обрел только в 50-х годах. В 50-х Чаян боролся с проблемами в сельском хозяйстве, острил по поводу международных отношений, художники развенчивали капиталистов, империалистов и колониалистов всех мастей. Именно 50-е годы подготовки к взлету. Журнал стал выходить на 2 языках и начал устанавливать рекорды по тиражу. В марте 1953 года впервые в своей истории Чаян вышел без смеха. Весь номер был посвящен смерти великого вождя Иосифа Сталина. Было такое понятие, как вам сказать, положительный фельетон. Вот, причем вот эти старые фельетонисты, они говорили, что это самое сложное – написать положительный фельетон. Писать положительный фельетон – это же оксюморон. Дальше смеяться стали больше. Это была оттепель 60-х. В 1973 году Чаян отметил свое 50-летие. Торжественное мероприятие, несмотря на всю торжественность, было вполне веселым. Коллективу даже вручили самое острое и большое перо. Такое внимание властей к Чаяну в те годы вполне объяснимо. Это одно из самых популярных изданий медиасферы, приносило хороший доход. И если это не шутка, то поговаривают, что здание издательства было построено на чаяновском успехе. Годы расцвета сатиры и юмора 80-е. Самое рекордное количество подписчиков. Фантастическая, кстати, цифра по современным меркам. Более 800 тысяч человек. Это было в 1989 году. Огромная армия поклонников Чаяна была на Украине, в Казахстане и Узбекистане. Ее журнал потерял в 90-х с развалом Советского Союза. 80-е годы – это самый такой, я считаю, расцвет был журнала. И относительно тиража, и относительно кадров таких сильных очень. Вот. 90-е годы, да, там проблема пошла. Развал Союза, у нас очень много подписчиков было на Украине. Вот. Очень много сразу, так сказать, отошло в Казахстане, в Узбекистане. То есть, где компактно проживали татары, там традиционно подписывали 2 журнала. Это «Чаян» и «Сюмбике». «Сюмбике» – это для женщин, «Чаян», видимо, для мужиков. Свое 70-летие, а это лихие 90-е, Чаян встречал уже в сложной ситуации, но, как всегда, с юмором или даже сатирой. Смеяться могли больше, и поводов для этого было предостаточно. Правда, финансовые проблемы после развала СССР решить не удалось. Журнал вроде бы концы с концами сводит, и мы с тюбетейкой по кругу не ходим. Но я думаю, все-таки на помощь наших читателей мы всегда вправе рассчитывать, и они нас в этом плане поддерживают. Похоже, это тоже тренд как журналистов, что традиционно задают этот вопрос, так и самого коллектива юмористического издания, которому всегда не до шуток. Бытует мнение, что сами сатирики, юмористы, они в жизни очень серьезные люди. Наверное, не совсем так серьезные люди. Для того, чтобы убедиться, что веселые мы или нет, то надо прийти на заседание нашей редколлегии. Мне кажется, или вы никогда не смеетесь? Или бывает, когда вы открываете? Я смеюсь. Нет, смеюсь, конечно, да. А как же? У нас были в журнале художники, которые рисовали очень здорово карикатуры, но чувство юмора не всегда их посещало. Да. Да, было такое. Я не буду называть имена, это очень известные люди. При этом чаянисты за десятилетия создали уникальную школу по подготовке художников-карикатуристов, многие из которых приобрели мировую известность. Веселый журнал для веселых людей старается сегодня сохранить свои лучшие традиции – юмор, народность и национальный колорит. Эти журналы, они, видимо, одна из форм национальной культуры и каких-то традиций народных юмористических, а это надо хранить. Расти Чаяну есть еще куда, уверена в коллективе. Сегодня, когда информацию предпочитают черпать в картинках и короткой строкой, когда комиксы обретают иное прочтение, это ли не новый формат нового Скорпиона? Кстати, сами Скорпионы не в бумажном виде живут до 25 лет, но это в неволе. Нашему Чаяну уже 97, и он до сих пор имеет уникальный статус. В Википедии это звучит как советский, а затем российский, татарский еженедельный журнал сатиры и юмора. Светлана Спирина, Роман Безменов, 7 дней.
Ну а мы с вами возвращаемся сегодня в город Мышкин Ярославской области, о котором мы вам уже рассказывали перед самым Новым годом. Наша съемочная группа побывала в этом небольшом городке в 6 тысяч населения за неделю до наступления 2020 года. Года мыши или стальной крысы, как вам известно. Очевидно, что в этом году город Мышкин ожидает толпы туристов. Уж чего-чего, а мышей там хватает. И это будет отличный год не только для тех людей, которые заняты там туристическим бизнесом, ательеров, рестораторов, музейщиков, но и для города в целом. Дело в том, что Мышкин – один из немногих российских городов, где еще по большей части сохранилась так называемая фоновая историческая застройка. На одних мышах и сырах сегодня не выедешь. Привередливые туристы ценят все настоящее, настоящих людей, настоящую архитектуру. Во многом поэтому Мышкин и известен в стране. Неравнодушные к своей родине граждане, люди мышканутые, как они себя сами называют, потихоньку создают в своем городе настоящий заповедник русского зодчества. И их пример другим наука, в чем и убедился Михаил Любимов. Если у города нет образа, он безобразен. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Мышкин. Один из немногих российских городов, который можно обнять не по частям, а целиком, и понять точно так же, целиком, а не по частям. Потому что это малый и стройный ансамбль. Сохранены не просто отдельные здания или ландшафты, как у нас. Сохранен характер, образ города целиком. Откуда такое чудо? Чувство ансамбля рождается чувством плеча. И за то, что город этот дошел до нас во всей своей эмоциональной выразительности, благодарить нужно его жителей, в которых каким-то чудом действительно еще живы эстетические идеалы. А движимы мы были, а какой-то, знаете ли, странной почти родной жалости ко всему, что составляло крестьянскую вселенную. Нам все обломки казались очень живыми, теплыми и несчастными. И нам хотелось живые, да? Еще. Нет в Мышкине человека более легендарного, чем Владимир Александрович Гречухин. Историк, краевед, писатель, создатель Большого Мышкинского музейного ансамбля. Это он отвоевал в свое время для Мышкина звание города, а не села. Это он собирал всю свою жизнь по крупицам вот этот музей под открытым небом. Музей деревянного крестьянского зодчества. Нам хотелось всего сразу много. Ну, во-первых, конечно, спасать – это первое дело. А второе – показывать людям, показывать истоки нашей цивилизации русской. Эта крестьянская вселенная существует с 1966 года, и она действительно бесконечна. Так кажется, потому что вселенная тут – каждый экспонат. Здесь же внутри сразу несколько музеев. Музеи прялки не несколько, не десятки, а сотни прялок, привезенных из нескольких областей из экспедиций, вытащенных из заброшенных и забытых домов, покинутых уже деревень, как со дна морского. Поди еще доберись туда. В краеведческом музее рябь в глазах. Все откуда-то привезено, спасено, вытащено из огня. Сотни, тысячи попаданий прямо в душу, без промахов. Мышкари, как мы уже сказали, люди особые, люди мышканутые, для которых прошлое не случайно, для которых прошлое не отлетело, для которых оно отчасти живет в них, в самих. Поэтому расставаться со старыми красивыми домами жалко. А вот теперь посмотрим на то, что за границами крестьянской вселенной. Это, собственно, Мышкин. Его улицы, его дома, его дух. Он вот такой. Здесь еще жива память и о прошлом, и о позапрошлом. И жива она не только потому, что город этот девелоперами и строителями не богат. Мы для того и побывали сначала в музеях, чтобы выяснить, что музей-то, оказывается, весь город. Мышканутые его обитатели не просто сохранили все эти дома. Они их холят, лелеют, реставрируют, музеифицируют, и каждый из них снабжают как минимум вот такими малобюджетными табличками, которые тоже вполне себе действуют как оберег. Вот так у нас получилось. Если бы мы не сохраняли эти дома, мы отдавали себе отчет, если мы не сохраним эти дома, что мы будем показывать людям? Мы же не можем их просто из музея в музей телепортировать.
Но если мы поведем их через руины от одного музея к другому, простите, что они запомнят? А откуда деньги у города и у музейщиков? Конечно, от людей, от туристов. Они просто не кладут их в карман. Мы хотим сохранить лицо города, свой город, потому что если они, вот представьте себе, это не миллиарды, нет, мы живем гораздо более мелкими масштабами, да. Это в пределах 10 миллионов рублей, это максимум для нас, что мы можем себе позволять, чтобы эти 10 миллионов в течение, например, нескольких лет зарабатывать. То есть в год мы можем потратить из заработанных нами средств на ремонт 2, наверное, миллиона, я думаю, не больше. Вот и весь секрет. Символ города – это серое существо вырос, строго говоря, изначально из серого вещества местных жителей. Туристическая мышина позволила создать экономику города, а экономика позволила совершать вот эти малые дела, но годами, постоянно и во имя идеалов. Так и существует этот заповедник. Едва ли не остров в океане. А кто им помогать стал бы? Никто. А много ли у нас общего? Едва ли. Но кое-что есть. Ведь это именно в Мышкинских лесах в XVI веке рубили деревянный город, который впоследствии был разобран по бревнышку, был отправлен по реке в нашу сторону и стал островом-градом Свияжском. Зимой 1551 года в нашем крае возводились стены башни церкви для Свияжска, города, доставленного по Волге под Казань и славно послужившего ее взятию. Всеми работами руководил этот человек Иван Григорьевич Выродков. И когда оказываемся мы в Свияжске, то наши посланцы ласково гладят с ладошками стены собора деревянного. Говорят: милый, ты от нас приплыл, бревнышки-то из нашего времени, да, из нашего места. Так что тут родного много. Если у города нет образа, он безобразен. Вот и весь незамысловатый ответ города Мышкина и людей в нем трепетно живущих. Тем, кто стремится улучшить, освежить и приукрасить наше прошлое и позапрошлое. Тем, у кого на уме лишь некий чудный дизайн модернистских кварталов взамен вот этой эмоциональной выразительности. Мышкин дышит. Мышкин обогащает, а не обогащается. И это вечные ценности. Ценность формируется столетиями. Не создается в один миг настоящая душевная ценность. А ценность наша идет из детства нации, из наших самых начал. И когда я вижу очередной старый сруб, я понимаю, из его трещин, его стен, из его сучков, из его подтеков смолы на меня смотрит тихонько задремавшее русское детство. Начало нашего народа. Без него мне нельзя. Я думаю, что и всей нации нельзя. Нация, забывшая свое начало, забудет в сегодняшний день. Не устоит в сегодняшнем бурном веке. Михаил Любимов и Андрей Ключников. 7 дней. Ярославская область. Мышкин. На этом у нас все. Баргазгада ин из Гетеляклер. Всем наилучшие пожелания. Встретимся через неделю. До свидания. Здравствуйте! Январь в самом разгаре, а крепкие морозы в Татарстане не ожидаются. В ближайшие 7 дней местами температуры даже будут плюсовыми. О погоде на предстоящую неделю Лейла Латыпова. На северо-востоке республики температура всю неделю будет колебаться от 1 до 3 мороза. Лишь к выходным немного похолодает до -6. На юго-востоке в понедельник ожидается снег, местами сильный, днем до -3. К выходным осадков станет меньше, слабоморозная погода сохранится. На дорогах гололедица, будьте внимательны. В центральных районах республики новая неделя начнется с плюсовых температурных значений. К выходным немного подморозят, осадков станет меньше. На юго-западе также тепло, около 0. В первой половине недели пройдет снег, местами метель. К выходным осадки прекратятся и 3 градуса мороза. На северо-западе и в Казани синоптики обещают слабоморозную погоду всю неделю от 0 до 2 градусов. Выпадет снег, местами сильный.
Поздравляю вас с наступающим Старым Новым годом. Это еще один повод собраться с близкими, загадать самые заветные желания. Несмотря на нестабильность зимней погоды, пусть в ваших домах будет тепло и уютно. До свидания.